искали всей Ингушетией. Пропавшая девочка из села Нестеровское нашлась. В ее поисках участвовали тысячи неравнодушных жителей региона. Есть ли право на торговлю? Сколько нарушений выявлено в ходе проверки в Назрани и что грозит горе-предпринимателям? Телеканал «Ингушетия». Время новостей. Здравствуйте. 4785 новых случаев заболевания за сутки выявлено в России. Всего коронавирусом во всех 85 регионах болеют уже 36 793 человека. 313 летальных исходов. 3057 человек переболели и выписаны из больниц. Что касается Ингушетии, за последние сутки выявлено 36 новых случаев. По данным регионального оперштаба, у нас 227 заболевших коронавирусом. 22 человека выздоровели и 5 умерли. Которая складывается с заболеваемостью, инфицированностью коронавирусом на сегодняшний день в нашей республике. Цифры, которые были у нас за сутки, это 35 случаев, подтвержденных в нашей лаборатории, и еще один случай, который мы ранее досылали в Ставрополь, и он тоже пришел подтвержденный. Всего 36 случаев. На федеральном сайте «Стоп коронавирус» опубликовано 227 случаев инфицирования по нашей республике. Из этих 227 случаев у нас на сегодняшний день подтвержденные 118 находятся в стационаре. Остальные, где-то 22 человека, у нас проходят как выздоровевшие. Из них 3 человека из стационара выписались и 19 человек, которые были на домашней самоизоляции, которые болели в легкой степени этим заболеванием. По ситуации, которая складывается вот с количеством заболевших, хотелось бы отметить, что по нашей характеристике, по нашему анализу эпидемиологическому, очень много семейных очагов. Семейные очаги, включая, например, от 2 человек, 2 человека, 3 человека, 4 человека, вот до 9-10 человек, вот такие семейные очаги у нас есть, в которые ходят не только члены семьи, может быть, ближайшие родственники. Это свидетельствует о том, что вот в условиях семьи, у себя дома, у людей нет настороженности. Если человек, активный человек, который бывает на каких-то массовых мероприятиях, ходит на похороны, на свадьбах, был на каких-то других, может быть, мероприятиях, выезжает на рынки, бывает, может быть, заходит в какие-то присутственные места общественные. Когда приходит домой, обязательно нужно соблюдать меры предосторожности. То есть вы можете быть источником инфицирования для своих домашних. Поэтому очень важно не только на улице, не только там, где вы находитесь в общественных местах, например, когда заходите в магазин, когда находитесь в транспорте, когда находитесь на работе, не только там соблюдать меры какой-то гигиенической безопасности, но зная, что вот дома у вас есть люди, которые не выходят никуда, которые соблюдают режим домашней самоизоляции, и вы для них можете явиться источником инфицирования, нужно строго соблюдать меры личной безопасности и меры общественной безопасности даже у себя дома. Стараться, прежде чем подойти к своим ближайшим родственникам, к членам семьи, перед тем, как подойти, переодеться, снять верхнюю одежду, обязательно помыть руки, обработать их каким-то дезинфицирующим раствором или просто медицинским спиртом, промыть дыхательные пути раствором хлоргексидина, мироместина, если вы были где-то в общественном месте, помыть лицо, то есть провести обычные такие, незначительные гигиенические процедуры, но тем самым вы оградите всех членов своей семьи. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, у нас треть инфицированных – это из таких семейных очагов. Это достаточно большая цифра, и она показывает на уровень распространения эпидемического процесса. Больше всего сейчас у нас задействован город Назрань, Назрановский район. Несколько спокойнее ситуация – это город Магаз, город Карабулак. Дальше по нисходящей у нас идут Малгобекский район, Сунжинский район.
город Малгобек, очень спокойная ситуация, и Джайрахский район. Самый там один случай пока зарегистрирован у нас. Ну, как бы центр получается здесь вот Назрань, Назрановский район и город Магаз. Искали всем миром, вернее, всей Ингушетией. Пропавшая накануне 4-летняя Рабия из села Нестеровское, к счастью, нашлась. В ее поисках участвовали тысячи неравнодушных жителей региона, были задействованы силы и средства МЧС и правоохранительных органов. Всю ночь спасатели и активисты прочесывали округу. Рабию нашли на рассвете. Девочка уже в родных стенах, с ней все хорошо. Диана Дударова убедилась. Ой, красавица. Да вот даже. А? Челени. Это видео с найденной 4-летней Рабией с утра облетело социальные сети. Радостная весть, которую без преувеличения ждали всем народом. После многочасовых поисков девочка наконец нашлась. Рабия Аздоева пропала накануне вечером в районе 18 часов. Погода была относительно теплая. Ребенок гулял во дворе и до сих пор никогда не выходила за ворота без старших. Чивен созык саңғулқа арвен уыджына қауыр сукта хабырдыр işte koreografya ақсаат айыр қысыр келі так yok sen uıdjına қауыр жасуцы қайчыр кез гейшняға ген вурса сөзі қайчыр чуқа да хадей хажычы yok хадайыр суюға işte долго да уыз утеш клес болса бұл что будешь тебя деш кяхани сантеп там да их айға хали жоқсың. Новость о пропаже маленькой девочки разлетелась по соцсетям молниеносно. К дому Аздоевых начали съезжаться тысячи людей с разных уголков республики. К поискам приступили службы МЧС, МВД, гражданской обороны. К отряду спасателей примкнули мужчины, женщины разных возрастов. И даже маленькие дети двинулись к лесным массивам в поисках соседки. Беда семьи Аздоевых сплотила всех. Рабияшка, такое ласковое имя девочки, эхом звучало по всему Сунжинскому району. Родители заранее сообщили, что ребенок отзывается только на это имя. Тем временем люди продолжали собираться. Потянулись и неравнодушные братья из соседних республик. Кинологи даже просили уже не приезжать на поиски остальных желающих. Сообщали, людей более чем достаточно. Собаки от массовости жителей сбиваются со следа. Кто-то из детей видел Рабию плачущей, рассказали, в каком направлении двигалась девочка. Ребята, разделившись на отряды, прочесали всю округу, лесополосу и даже проверили местные кладбища. Также начали иссушать колодец, чтобы наверняка не допускать худшую вероятность. В округе очень много водоемов. Спасатели больше всего боялись вероятности, что девочка могла провалиться в один из прудов. В районе 4 часов утра именно рядом с ними напали на след Рабии. Зина Сагова, в чьей собственности находятся некоторые пруды в районе Ореховой рощи, предоставила записи с камер видеонаблюдения. По записям видно, что девочка направляется в сторону территории сада гиганта. Туда же отправилась и одна из поисковых групп, и, как оказалось, не зря. Здесь ровно 6 часов 7 минут утра ребята заподозрили что-то подозрительное рядом с деревьями красного цвета. Оказалось, что Рабия спала именно на этом месте, свернувшись клубочком, подложив руки под щеку. Рассказывают, спящая красавица была даже возмущена, что ее разбудили. Первым в саду Рабию заметил Амирхан Азиев. Молодой человек удивляется, как 4-летний ребенок смог пройти путь в несколько километров и каким образом девочка оказалась в огороженном саду. И днем тем более, потому что все разворачивались с одним мыслью, что там был забор, по-моему, метр с чем-то высотой, и никто даже не думал, я сам не думал, что ребенок сможет перелезть через это место, если честно сказать. А вы решили перелезть и все-таки решили, да,
со стороны Бакинки как начать. Ребята признаются, что никогда не смогут передать свои ощущения, когда обнаружили Рабию. Это фото сделано в момент, когда девочку взял на руки один из волонтеров Ваха Оздоев. Она была напугана, замерзшая, голодная, правда, быстро расположилась к своим спасителям. Рабия! Рабия! Эй, машаллах! Штқамалдеш хамда сырчо Амархан Баргвин е Баргвин Қиренер хунис. Я текила после хасом мягкора кизики что Қиренер в шоковом состоянии. А так в остальном что нарушение хани алхамдас действительно спокойный ер и когда хастече тхуца ины. Появление девочки ждали с нетерпением. Все волонтеры, службы спасателей и жители селения собрались у дома Оздоевых убедиться, что Рабия цела и невредима. Девочку сразу осмотрели врачи Сунжинской больницы. Серьезных проблем со здоровьем не обнаружили. Сейчас смелая и отважная Рабия спокойно гуляет по двору. Даже не скажешь, что она пережила такое потрясение. Но разговаривать пока ни с кем не хочет. Рабия, она чуть-чуть от стресса еще не отошла. Однако с мамой Рабия поделилась, как все это было. Оказывается, в конце улицы заметила коз и пошла за ними. Даже с гордостью заявила, что ей удалось разогнать их. Правда, потом не заметила, как потерялась. Было холодно и страшно без мамы. Ощущения, конечно, вчера до утра были не самые хорошие, но сейчас, алхамдулиллах, все позади. Наша девочка вернулась здоровая, невредимая. Эта ночь полная сомнений и страхов, но счастливым концом выжила все эмоции и силы у всех. Родных, волонтеров, спасателей и неравнодушных, которые читали дуа и не могли заснуть в ожидании новостей. Самые смешанные чувства испытали родители Рабии. Мама Залина Курскиева признается, что до последнего не теряла веру и надежду на лучшее. Всех, кто собрался, всех, кто помог. Ваш чога дендер, да садолчин, да рясха, массенер, окузгул малбанчар, окузнок остыл малдячар, чоглуктер. Сейчас у дома Аушевых нет такого столпотворения. И родные, и ребята, которые искали ее всю ночь, уставшие, но счастливые, разошлись по домам. А в администрации села, пользуясь случаем, призывают следить за своими детьми и ни в коем случае не оставлять их без присмотра в такое непростое время. Мы маленький народ. Каждый человек у нас на счету. Поэтому как-то быть более, скажем так, ответственной, подойти к этому ответственно, наверное, и быть осторожным в этот период. Случай с маленькой Рабией сплотил весь народ. Несмотря на сложившееся сложное время из-за пандемии, люди проявили единство и сплоченность. Невзирая ни на что, приложили максимум усилий, чтобы девочка вернулась домой и воссоединилась с родными. Диана Дударова, Хамзат Халухаев. Новости 24. Коронадезинфекция и защита в продуктовых магазинах региона. Меры безопасности соблюдают лишь единицы. Есть и теневые предприниматели, не имеющие разрешения на ведение бизнеса. В поисках тех, кто в коронаминусе, по торговым точкам Назрани сотрудниками городской администрации проехалась и наша съемочная группа. В ходе проверки был выявлен целый ряд нарушений. О карантинном рейде следующий сюжет. Нерабочие дни глава государства продлил до конца апреля. Только продуктовые магазины и аптеки работают в прежнем режиме. Есть также сети торговли непродовольственными товарами, которым разрешено работать, но при соблюдении ряда условий. Правда, некоторым предпринимателям Назрани никакие правила не писаны. Несмотря на запрет принимать посетителей, ряд торговых объектов продолжают свою деятельность в обычном режиме. Рынок-фабрика закрыли еще в первую неделю карантина. Работать, согласно указу главы, позволили торговцам товаров первой необходимости. Однако некоторые сочли, что их услуги тоже входят в этот список. Ну какая разница? У работников салонов красоты всегда находятся разные причины. Либо они заехали проездом, либо что-то забрать, а клиент оказался у них совершенно случайно. А хозяин этого магазина предъявил указ президента страны, согласно которому организациям, осуществляющим производство и выпуск СМИ, разрешается функционировать. Права свои здесь знают. Правда, соблюдать повышенные меры предосторожности в период пандемии не торопятся. Тебе маленькие нарушения, тебе маски нет, перчаток нет. Есть, почему у меня нет?
Есть, вот у меня маска. حتى الإزراء ماسك حتى كعم حتى الإزراء هي بيد مجبس إزغريت حمد سبزة والد وصور. Есть и такая категория магазинов, где одновременно продаются средства народной медицины и другие виды товаров. Дверь открыта, никаких ограничений. Оказаться внутри может любое количество людей. Заказ же через окно. Одежду вы не имеете права продавать ничего. Не докол хаяли. Рейдовое мероприятие проводят представители партии «Единая Россия» совместно с работниками администрации и участковым. Цель инспекции – выявить торговые точки, которым не разрешается вести торговлю согласно указу главы региона. Было предписание многих магазинов на той неделе, в этой неделе многие магазины позакрывались. Значит, необходимо продовольственные, хозяйственные некоторые товары. Вот разрешение есть у них. Где, которые не закрылись, мы сегодня стараемся с ними обговорить. Работники администрации рынка признаются, что с первого дня самоизоляции проводят работу с предпринимателями, но не всегда удается уследить. Также жалуются на местную администрацию, что не предоставляют точный и полный перечень магазинов, которым разрешено работать. Аккуратно, надо, вверх уже, а то, что можно продаваться, вот это, то, что нельзя, это нельзя. Работники администрации Центрального муниципального округа и представители фракции «Единая Россия» направились к торговым объектам по улице Муталиева. Работать продолжают службы доставки. Правда, в качестве преграды поставили небольшой стол у входа, куда выдается посылка. А вот у входа одного из заведений общепита висит информация, что работают только на вынос. Только никаких препятствий, чтобы оказаться в кафе, не было. Магазины техники, несмотря на предупреждения, также продолжают работать, при этом нарушая все требования мер предосторожности. Никаких средств индивидуальной защиты при контакте с посетителями. Инспекционная проверка проходит по поручению мэра Назрани. Всем магазинам-нарушителям выдали предписания в ходе рейда. Выписали административные материалы с участковыми инспекторами. Мы уже составили списки магазинов, которые мы уже предупредили о необходимости закрыть. Если они не будут исполнять указы главы Республики Ингушетия, администрации города Назрань, то они будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с федеральным законом. Администрация города такие рейдовые мероприятия продолжит до окончания карантинных каникул. А тем временем людей на улицах Назрани меньше не становится. Буквально вчера на официальной странице в Инстаграм мэрия Назрани выложила видео с пустыми улицами. Также подписали: рады видеть, что люди соблюдают режим самоизоляции. Правда, непонятно, в какое время суток снимали видео. А вот улицы Назрани сегодня в 12 часов дня. В общем, нарушителей много не только среди предпринимателей, но и простых граждан. Открывая магазины и другие заведения, предприниматели не только нарушают указ главы региона, но и провоцируют нарушение режима самоизоляции гражданами. Но каждый житель должен сам проявлять сознательность. Как бы ни был велик соблазн отправиться за новой парой туфель, сумочкой или обновить прическу, не стоит забывать, что здоровье превыше всего. Диана Дударова, Тамерлан Ужахов, Новости 24. Соблюдать рекомендации врачей и меры безопасности, не оспаривать решения старейшин и алимов. С просьбой не нарушать карантин к мюридам обратился богослов Мухаммад Тахир Албаков. Сузамча дәрҗәһән тез арабан дәл хагы зикр дә дуаж дә сахдалру ازدرك удача бахан исхалыр дали пайгамбари устаз ягыч хамаду хилбелер сумуш меттишки
سدحشكي يا حم اتنجا ودالات ميل بولج بعالنخ طريقتي شريعتي جوبن دي بولج بعالنخ دال إلشنت إحنا بولج بعالنخ بخقي مردج بخقي أولي أجبولج بعالنخ لورج قبرج برقج عاشقي دا ودالات نخام حباب أسهري يمني شامي ميل بولج بخقج عالنخ أسرو ساريو ها درجة دولج دو ملاغ ودي أن شلتي حاجة دارب كردج دواتش دوا ودي سوساحتي ده حدارج دوا ودي سدوحش كير ده حدارجر ناخ عاشق بيت بلرتخل كليجيتي يحتي حتى لرتي صدا آخر ثاني خل رز بلامز يسوء رز بلامز دت برز ده جماعة لامز دت برز ده ذكري زرتي سأخر برز ده سجالر كدم مولت آخر إش حماجة إزدحام آلصق ناخ وعاشق بيت لجدو حماجة دت برز ده يعني أزقم يالده ده بوصل دين بوخ مش حق وتدنين خام باب أقصى حماده حلوان از لامز دده سوروز بني سوغش اكوات از جماعة لامزش اوغت دده تخوي ماج دقي حول داشت بار خو ذكري اخد زيرتي اخد تخوك استاذو زيرتي اخ انا تخبوغ يستي بام شريعتك لدوخ ديش داست تخو طريقتك لدوخ ديش داست ساغش اش حماج ديش بوناخ دالي بايخ مري استاذ ياغش حماده حلبان بولش بوناخ به دالي بايخ مري استاذ ياغش دحم ديش بات أن اشتجوا بش حدنت مقاصد الخمسة الضروريات الخمسة هي عشق حمد درج بوصل بيش كنت الله تجدا إجمالا درج دغلر دري حاقلر دري دينلر دري سجيسيلر دري باخملر دري اجر حلق واتج دو هم اجر كرت درم دين ده نو ام بعد اجر حلق واتج در موش متي دغلر درده دق حاقلر درده حنا يدغ مجري حاقلر سدي شلت حق دين دعدا احد يزر يسقوه سدحش كيف دوي دار رز بلامزي حا وخش زي خد لي رز بلامز تير دق جماعتي وخش زي خد لي جماعة تير دق أرشد بيسن زرتي يرش بيسن زرتي بيسلوري كودمي مولتي وقت زي خد لي تير دق أحد يشل جوحة بخي فرز لامز دوت جواحة جماعة حيبين بنقي حد يشل جوحة وفي العزلة سلامة يعني ألشن حديث لحد أغش وتيبار ويبالي درجات خان مارشو بنقي واغردشون باقشنا حديثا وي أستاذي قمالش حد واغش دس تحر زامن شو حميت جيوغي بنقي واغرد زخلر سدوحشكي ترقشتي تحمادشتي مردشتي دي قردولش دو حملا درد هنياج ازرشت حناخ استيليس خار حجي مردش دو ازي ذكر زرتي اخش بوشنا دو ازي قيكر ما اندرياس رزبني وخ حارم دولش متشكي زرتي وغر هتوت حارم دولش اوغمي حاجل تخن او رزبنش دتات ام بعد جماعة لامز دتات نو زرت بيساج متجات سغونج متتازي تجم دوت دات مول تجم دوت دات العال ما كختيج دات ويحجي بقوي يا اخي حتى سبلج بو منافق ناخ حتى طريقة ديزا بوش بوش ناخ استاذ قوي جدك ناخ بلي تاردج دو چاخ اسقمل اسقمل دالي بيمر استاذ اش قاح ما دحل دلا استاذ تيش جوج بوسك مش تخلي يجوز استاذ حمل لنجح مقتل دعم حيتش دالي بيمر يا غش حماس حمد عقل وقتش اخن سهار شهر لا تجوا امام شديق خمخي امامي ترقي حمادي سقاني دا بلقل ديا شلتي ناخذ عقيته مثلا ارشد بيزيتي اغدات حيث انقي ارشد بيزدحوا تخن تليفون جيولوجي واتساب جيولوجي شي زرتي حقوقش بوجوا مردش لي هنا ارشد بيستخدم حقي ويتخوسر هارني بعازي كل دقيقه مال دقيق بي ولا شيء ولا قوقو باقي مال دقيق بي بعد شيخ ذكر آل شيحه قوقو ازك باحشان ازر دقو باحشان عندك استاذو خوسر ارشد بيس اشتحيشان سقوان شلتي حق اشتحيشان بيساج اشتلوريشان ترقو ها شي واغش متش كي تقعد على رجوي قبيس وربيس هار مردا متك داين دلا دا حجري ماجدي شيسا كوسك تش مخوش شيلورش شيق بان بولش ترقش تمادش حواشق يتمتش كي تحن اخساتا نقع شاش بقع خيتي دا سق دعوة الواشق كيتر سنة شاش بلقل باخا بولش بولرلش بوناخ شقوقو باخا بعازي كر داخا دعبخر بيساجي ترى آلتو ساخاش تخن ناخا عديقش دوش دو ساخش عاغد تخن حش بيخش دوش ساخل ناش حش بيخش شاه تاخش مت اتاشل تاخد عديقش دو ساخد وات ساخد وتحول استاذ انش ديبار ازبغ بشان تخن هار مردو بي بيزجبر بدو استاذ حديث قمالش تقير ساق قمال ده حاقل دول جوا مرت ملغور حاقل دوت جوا مرت ملغور أنشل حق أستاذ داق أمال حاقل دروشان ناخذ لقوا جقرش حما شي حاقل يستر دواخش ذكر الحم حد يجور حاقل دوت جوا عود المرت وشان سون سين خوسي فد ديس از أجد حب سينق يا خجور
يقر حمدا يقر داعش اشتسوي فلا بحبيس شان بوصل ناخ بوخ حجل دالات ميل بولجبا عال ناخ يقبرت الله تجي براولي قاعدة هي ضابطي سوف يخ القريب المتوقع كالواقعي حخل ترلش جان دهتش حتى يتشادلش دهم تخن حكوا يقي حنيشتن المركة دهن تن يقي ده حي أرشد بيس أن ترقوا حوك أمر حدا يشلت إعاق شي واتساب شي جروب حيا تشتو أمر حبج أرشد بيسي يير بيسي صحبة بيسي كود من قب بيسي ور بيسي شوط بيسي لرئيش باغش خل إزاخش أو حياشان صخ بقول ديخر ده أزهر ميل بوش عالناخ إلشنت إحنا بوش عالناخ شيخ الأزهر علي جمعته صار ده ديخر ده بقول شحمنا لرلي واشغ ده تلردت أن تخن سنة تصح تبي وأرسغ ده إنسانو لرئيا لور جاخر ده كل جاخرش حتى يوكش بطل ماسكي يولش دا إم كل جش دولش قيردن كرزغ دان داسش ده قيلس ماركي حم خد داسش خوش ده لا تيشش نبحن لحق لخش أنا جوي دعدش خانة ويدا لا تيشش خان ويدا ديزر فت ودنيا تشعمل دولش دو حم دا بحن خدت خلتش دير فلاح ودش دو حم دا آخر خوش ودش دو حم سوفدو ديك له أخي أخو دقي كادعدي خيتيخي آسردي تحقق كذلك وزن دال حتى علي تسالي سيلت علي دا قلخ يلت حتى علي تسن اشتتخن لورج مل ياخش دو حم عالنا عادلو وبالخخ لورلي ياخش تعمل لورج دو حم حدش سنيق بيبن يق داغش ير أرشت صحبة قدم رزب جماعة اشتحج ايديش دوي ستر دعبان ردالي يخمر الأستاذ ياغش حما دحلوان وشوان الله توفيق لوت. Самоизоляция как самый действенный способ не заболеть. В целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции в республике предприняты жесткие меры. Нарушителей режима самоизоляции могут оштрафовать. Стоит переждать этот период времени ради всеобщей безопасности, особенно вернувшимся из других регионов. Об этом жителям напоминают ежедневно. По улицам разъезжают патрульные автомобили с призывом не выходить из дома без крайней необходимости. Голос из патрульной машины неустанно призывает все о том же – не выходить на улицу без уважительной причины, соблюдать карантинные меры, самоизолироваться, да и просто быть солидарными с теми, кто во благо общей безопасности приложили минимальные усилия и просто остался дома. Прислушиваются к словам полицейского далеко не все, что видно и по поведению граждан. Остановившись возле так называемого Назранского круга, инспекторы проводят разъяснительную работу для каждого. Самоизоляция, нарушение самоизоляции. Маски, антисептики и перчатки, как модный аксессуар у многих автолюбителей, просто пылятся в машине. О самоизоляции речи вообще не идет. Глядя на некоторых пешеходов, складывается впечатление, что карантин вовсе отменили. Впрочем, многие водители действительно вышли из дома по уважительной причине. Самое главное, шарлор долдис. Шарлор долдис, и нахуй долдис, и вайс история. Арту, магазин вар, могу вайс хану. Арту магазин это, абдохи. Внимание сотрудников госавтоинспекции привлекла и маршрутная «Газель» на остановке. Пассажиры рейса Назрань-Карабулак даже не подозревают, чем чревато путешествие без мер предосторожности. صغدا بيز وقنا دقة صغ زعما وروا بيز وق وروا بيز просто أسرع بيجي بوش حمد أسر يعني خير شيء بيجي بأسر. ناس خديمة شير كويان خديات انتكاس تابو. خديات انتكاس دقيقة تام حمالة خديات انتكاس ومش ومسألة دقيقة خديات انتكاس. بيقدر وتتاعي أروى خلي حي ماسكاش أنا والله دقة ميدي. Здесь тот самый случай, когда водитель маршрутки подает прекрасный пример как пассажирам, так и другим автолюбителям. Средства индивидуальной защиты у него всегда с собой, которыми он часто делится со своими попутчиками. А пассажиры, вот вы сколько замечаете, они в средствах, да, вот маски одевают?
Ну, в масках бывают некоторые, без масок бывает. У сотрудников госавтоинспекции также в базе данных значится и список лиц, состоящих на учете у врачей, подлежащих обязательной изоляции, численность которых на 18 апреля составляет 156 человек. Данное мероприятие направлено, чтобы выявить лиц, которые выходят на улицу без масок, без перчаток. И мы проверяем по базе данных, состоят ли они на учет врача, как самоизоляции. Вот. Если они состоят на учете самоизоляции, мы составляем административные материалы, участковые по своим направлениям составляют административные материалы, а мы по своим направлениям составляем административные материалы по нарушению правил дорожного движения. Такие мероприятия направлены прежде всего на безопасность как автолюбителей и пешеходов, так и тех, кто их ждет дома, поэтому и проводятся ежедневно. Михаил Тангиев, Адам Мережков, Магомед Шаухалов. Новости 24. Все больше просьб и призывов не нарушать карантин в адрес жителей региона звучат от наших земляков, проживающих за пределами страны, особенно тех, кто в эпицентре пандемии борется с COVID-19, рискуя своим здоровьем и жизнью. Али Цуров работает хирургом в США, где сейчас ситуация сложнее всего в мире. Он обращается к землякам с такими словами. Ассаламу алейкум, бусубнах. Меня зовут Али Цуров. Я доктор дантистской хирургии Огайского государственного университета. На данный момент нахожусь в США. Большую часть своей жизни я прожил в Америке, поэтому прошу прощения за ошибки. В связи со сложившейся ситуацией в мире с пандемией COVID-19 ко мне поступило несколько вопросов, на которые я попытаюсь ответить. Вопрос первый. Говорят, что коронавирус не существует, что это фейк и так далее. Нет, COVID-19 существует и убивает людей. Это не фейк. Люди, которые не верят и нарушают карантин, также должны понимать, если вы заразитесь, а потом заразите своих родных, они пострадают. Для них это будет вознаграждение от Аллаха, а для вас будет спрос. Вопрос второй. Какая ситуация с COVID-19 в США? Ну, во-первых, США – это страна, в которой среднестатистический американец должен работать, даже если на улице торнадо, и должен платить налоги. Для США деньги – это одно из самых главных приоритетов. Чтобы правительство посадило население на карантин, для этого должны быть веские причины. В больших городах, как Нью-Йорк, ситуация тяжелая. Каждый день гибнут сотни людей, всех возрастов. В Огайо, где я нахожусь, карантин был объявлен заблаговременно губернатором месяц назад, когда на 11-миллионный штат было зафиксировано около 360 случаев заражения. На данный момент за месяц уже даже в условиях карантина число заболевших возросло до 8239 человек. 2331 человек госпитализирован. Число умерших 389 человек. Из них 16 смертей возможно из-за других причин, помимо заражения COVID-19. Ну, например, сердечная недостаточность. Возраст заболевших варьируется от новорожденных до 104-летних стариков. Средний возраст заболевших 54 года. 49% больных мужчины, 51% женщины. Вопрос третий. Как справляются американские доктора с этим вирусом? Еще в начале января 2020 года доктора, у кого были знакомые в Китае, они начали получать информацию с Ухани и пересылать другим докторам. И я это видел. Я видел эти видео. Много трупов. Трупы, которые складывали даже в мусорные контейнеры. Так что я не верил официальной статистике Компартии Китая. Не верило и правительство США. В начале января они уже начали закупать огромными партиями маски и защитные костюмы, чем создали, конечно, конкуренцию и для докторов. Мой офис закрыт приказом губернатора месяц назад. Под офисом я подразумеваю, по-русски, наверное, это будет клиника. Вот. Я работаю только с неотложными пациентами, как и другие доктора. Пока на передовой доктора нашего штата справляются неплохо. Я нахожусь в резерве до тех пор, пока ситуация не выйдет из-под контроля.
На данный момент у меня не требуют работать с COVID-19, только если я сам пойду работать доктором-волонтером. В заключение я хочу сказать, соблюдайте дистанцию, личную гигиену, носите маски и защитные очки по возможности. Аллах лор долдвей мучхама. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь дома.